Здравствуйте! В эфире передача «Преступление, наказание, закон». В студии Александр Федюнин. Сотрудники дорожно-постовой службы ГИБДД задержали дерзких угонщиков, которые нанесли водителю телесные повреждения. Утром с улицы Гемеинской двое молодых людей отправились в магазин в «Десятку», как они пояснили позже, за пивом. Вопрос о том, продают ли в этом магазине пиво по утрам, предстоит еще выяснить. В тот день они увидели возле магазина автомашину Toyota Cresta, водитель которой уснул в салоне. Злоумышленники подергали дверцу, она оказалась не запертой. Тогда молодчики проникли в салон, избили мужчину, который, проснувшись, оказал им сопротивление, пытались душить. После чего отобрали у него сотовый телефон и выкинули из машины. Один из налетчиков сел за руль, и они уехали. Потерпевший сумел быстро обратиться в полицию. Сразу же была объявлена операция «Перехват». Через несколько часов машину заметили на улице Красильникова. Началась погоня. В 12 часов 50 минут сотрудниками отдельного батальона ДПС на Сергеляском шоссе на выезде с автозаправочной станции была замечена проходящая по ориентировке автомашина. Водитель иномарки проигнорировал требования инспекторов ДПС об остановке транспортного средства и попытался скрыться. Грубо нарушая правила дорожного движения и создавая угрозу жизни и здоровью другим участникам дорожного движения, автомобиль последовал в сторону улицы Дежнева и напротив дома номер 75/2 был задержан инспекторами ГИБДД. При попытке скрыться бегством сотрудники полиции задержали водителя и пассажирку из угнанной автомашины. За рулем задержанной автомашины Toyota Cresta находился 26-летний молодой человек, который отказался от прохождения медицинского освидетельствования, в результате чего сотрудники ДПС составили на него административный материал по части 2 статьи 12-26 Кодекса об административном правонарушении Российской Федерации, после чего задержанный был доставлен в отдел полиции. Вскоре подозреваемые были задержаны нарядом ДПС и доставлены в отдел полиции номер 1. Сыщики первого отдела установили, что после угона иномарки молодые люди вернулись на Гемеинскую, где их ожидали девушки. С ними один из угонщиков решил покататься на похищенной машине и очень быстро попал в руки сотрудников полиции. Молодой человек, а за что задержаны? За красивые глаза. А вот сотрудники ГАИ говорят, что в машину угнали. Говорят, на Волне землю продают. Что? Говорят, на Волне землю продают. Я не угонял ничего. Понятно. Девушка, а вы что можете пояснить? Я ничего пояснять не буду. А почему вас задержали-то? Я не хочу об этом говорить. Кому-то от этого легче станет. Ну, я так понимаю, что потерпевшему, наверное. Уже у него... Ему рада пообломать. А, нет, я не поняла, он должен был что-то или что, почему у него отобрали машину? Я ничего говорить не буду. Все, я буду молчать. Все, можете не записывать. Сотрудники отдела по борьбе с экономическими преступлениями и противодействию коррупции выявили граждан, пытавшихся сбыть фальшивые купюры достоинством в 5000 рублей в продуктовых магазинах. Возбуждено уголовное дело. Жительница Жатая и ее гражданский муж стали обладателями фальшивых денег и решили разменять их на настоящие в торговых точках. Женщина набрала продуктов в торговом зале одного из магазинов поселка Тулагина и протянула деньги. Однако опытный продавец, взяв в руки хрустящую бумажку, сразу заподозрила неладное и отдавать покупки за изготовленный кустарным способом фантик не стала. Тогда злоумышленница попыталась вырвать купюру у нее из рук, но не смогла, зато успела спастись бегством, быстро выскочив на улицу. Неудача мошенницу не смутила, и она направилась в магазин «Реал», расположенный в Жатае. Здесь часто бывает большой наплыв покупателей, и, наверное, рассматривать денежные знаки не всегда удается. Вот я и говорю, вот эта вот часть размытая, видишь? На самом деле тут должны быть... Ну, видеозаписи Ну, а мне бы дали, я бы не отличила. Ну, Я бы не стала как приглядывать. ксерокс, да? Что-то пытались, по крайней мере, сделать. Расчет оправдался, потому что девушки за прилавком в спешке не заметили подлог, отоварили женщину и дали приличную сдачу настоящими рублями. Фальшивка обнаружилась только вечером, когда считали выручку. Владельцы торговых точек обоих поселков обратились в полицию, так как в магазине «Реал» установлено качественное видеонаблюдение, вычислить злоумышленницу удалось очень быстро. Девушки, а кто выявил, что фальшивая купюра? Я.
Извините, вы подскажите, по какому поводу у вас тут мероприятие? У нас вот у меня не процедура, а вот так, стоп. Это что у нас? Пресс-служба УВД по городу Якутску. Ой, нет. Никаких не даем там, ни... Ну, хорошо. Вот. Оказалось, что и гражданский муж подозреваемой имеет отношение к противоправным деяниям своей супруги. По окончании следствия обвинительное заключение будет направлено в суд, а гражданам, работающим с денежными знаками, нужно быть предельно внимательными. Лучше лишний раз перестраховаться и перепроверить подозрительную купюру, чем лишиться приличной суммы денег и стать потерпевшим по уголовной статье. Сотрудники межмуниципального управления совместно с сыщиками отдела полиции номер 2 обезвредили гражданина, который многократно приставал на улице к детям и молодым женщинам. 24 мая на пульт оператора 02 поступило сообщение о том, что между домами 44 и 46 по улице Орджоникидзе неизвестный набросился на молодую женщину и стал хватать за части тела. Девушка не растерялась, оттолкнула извращенца, стала громко кричать и успела снять его на видеокамеру телефона. Неподалеку находился ее муж, который поспешил на помощь. Однако догнать злоумышленника молодые люди не смогли и вызвали полицию. В дежурную часть поступило сообщение о том, что по улице Орджоникидзе между домами 44 и 46 неизвестный молодой человек в маске медицинской подошел к девушке и произвел в отношении нее действия сексуального характера. То есть начал приставать, хватать ее за интимные места. Девушка отреагировала, естественно, адекватно, начала на него кричать, после чего он ее отпустил и пересек улицу и скрылся. Такое, ты думаешь, я за тобой не пойду? Ублюдок! Муж недалеке, они своими силами пытались, это было где-то в 13:05, этот парень повстречался и на улице, на людной, причем улице, не стесняясь, и начали работать в процессе работы. Нам удалось установить данное лицо в 16:20 этого же дня. Данный гражданин в синем центре был задержан. Учитывая то, что у нас с прошлого года были моменты аналогичного характера, в течение весеннего периода, это вот марта месяца, апреля месяца, по городу Якутску, в районе школы номер 31, в прилегающем районе, тоже неизвестный приставал к несовершеннолетним, к девушкам. Удалось установить и получить признательные показания от него. Все это подтвердилось, все действительно, он добровольно все это рассказал, дал признательные показания по нескольким фактам. Считаю, что в данном случае молодцы, хорошо сработали оперативники МУ и оперативники второго отдела. Сейчас Следственный комитет проводит проверку в рамках статьи 45 ПК. И решается вопрос о дальнейшей судьбе этого человека. Сыщики убойного отдела столичной полиции задержали гражданина, скрывавшегося от правосудия в поселке Депутатский. Детей и впечатлительных граждан просим отойти от экрана. В конце апреля наряд АВО приехал на вызов в район Янита. Местные жители вызвали полицию по поводу уличной драки. Не обнаружив нарушителей, сотрудники стали более тщательно обследовать район и в камышах на озере увидели подозрительный мешок. При ближайшем рассмотрении стало понятно, что в него упаковано человеческое тело. Полицейские искали драчунов, а нашли труп, который, как впоследствии выяснили столичные сыщики, был спрятан в камышах еще на январские праздники. А кто обнаружил? Я обнаружил. А как получилось, что обнаружили? Ну, информация сначала была драка здесь на озере. Поехали, смотрели. Здравствуйте. Этого броса битого. Смотрю, мешок лежит. Закрыла карточку. После
проведения судебно-медицинской экспертизы было установлено, что причиной смерти стали общие побои. В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники отдела по раскрытию убийств межмуниципального управления установили личность потерпевшего. Им оказался 40-летний мужчина, уроженец Чукурдаха, ранее судимый за убийство. Отработав связи погибшего, оперативники вышли на подозреваемого, также ранее судимого земляка потерпевшего, который к тому времени решил спрятаться и уехал в Депутатский. На его поиски вылетел столичный оперативник. Подозреваемый был задержан и доставлен в Якутск, где сознался в содеянном. В январе земляки распевали в одном из домов в Сайсарах. Причиной ссоры стали разборки лагерной жизни. В результате завязалась драка со смертельным исходом. Подозреваемый вывез тело на озеро в районе 17-го квартала. В настоящее время по данному факту городским отделом Следственного управления Следственного комитета возбуждено уголовное дело. Ведется следствие. Отделом уголовного розыска отдела полиции номер 1 Межмуниципального управления МВД России Якутская по подозрению в совершении ряда преступлений имущественного характера разыскивается Кудашов Павел Сергеевич, 5 мая 1990 года рождения, уроженец города Якутска, ранее неоднократно судим. Граждан, располагающих какой-либо информацией, просим позвонить по указанным телефонам или обратиться в уголовный розыск отдела полиции номер 1 по адресу город Якутск, улица Автодорожная, 42. На этом наша передача окончена. Всего вам доброго. До новых встреч в эфире. Бұста қабыл жанан мен бардым, қарама түге қән, әйі қәппәті қәбіппен, бір тылы доғыру. Аты бар туранын оғану, себек кетіп бұтын кереспе, қарағын олара мен борбар, сыпсыластамақ болан түстілер. Бұста қабыл жалан мен бардым, қараңа түге қән, әйі қәппәті қәбіппен, бір тылы доғыру. Бұста қабыл жалан мен бардым, қараңа түге қән.